Спасибо за каждого, кто смотрит нас сейчас. Спасибо, Отец, за Твое присутствие, за помазание Святого Духа на каждом из нас и на каждом, кто смотрит прямо сейчас. Я благословляю их, Отец, во имя Иисуса. Я прошу, чтобы Слово стало реальностью в их жизни, чтобы они встали на Слово, и чтобы они были людьми Завета, и чтобы они понимали обетование, понимали Завет, понимали нашего посредника, ценили нашего первосвященника на небесах, который прямо сейчас ходатайствует за нас. И, Отец, я прошу во имя Иисуса, чтобы Ты укрепил их сегодня и дал им прекрасный день. Аллилуйя. Во имя Иисуса пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. Большое спасибо. Если Библия у вас с собой, пожалуйста, откройте их в 12 главе послания к римлянам. Я хочу говорить с вами о вере. По той простой причине, что Библия говорит, что праведник будет жить верой. И мы живем каждый день. Поэтому о вере нужно говорить каждый день. Аминь. Некоторое время тому назад я был в Англии, была чудесная поездка в Северной Ирландии, в Шотландии, был в Соединенном Королевстве. Мне очень понравилась эта поездка. Можно было чувствовать такой голод по Слову Божьему. Я думаю, что этот голод есть по всему миру. Он есть у нас, он есть у всех. Что то, что Бог посылает в одну страну за другой. Серое, циничное христианство идет и катится вниз. Аллилуйя! И это чудесно. Мы славим Бога за это. Вместо этого Бог поднимает армию верующих по всему миру, которые любят Иисуса, которые в восторге от Него и от Его Слова. Они не циничные, они не отступники, они не полны мышления этого мира, они полны Слова Божьего и веры. Вера — это что-то, что данное нам Богом. Римлянам 12 глава. Если Библия у вас есть, посмотрите. Если нет, запишите эту программу на видео и купите Библию. Вам нужна Библия. Пусть у вас будет несколько переводов Библии, когда вы смотрите наши программы. Это будет назидать вас во имя Иисуса. Римлян 12, 3 стих. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю». Здесь речь идет о благодати. Нам нужно с тобой знать много о благодати. Благодать — это что-то дешевое. Она стоит дорого. Если подумаешь, то благодать, она не дармовая. Потребовалась смерть Иисуса, чтобы мы получили благодать. Аминь. С нашей стороны, конечно, она бесплатна, если мы принимаем ее, но Бог должен был заплатить огромную цену, чтобы эта благодать стала доступной для нас. Конечно, благодать — это много разных вещей. Это то, что Бог объявляет нас свободными, отпускает нас на свободу. Но также во всей Библии ты видишь, что это способность от Духа Святого жить христианской жизнью. Это также благодать. Бог активен, действует в нашей жизни через веру. Не позволяй себе слушать проповеди, которые исключают веру или исключают благодать. Эти вещи связаны друг с другом. Нам нужно иметь откровение о благодати Божьей, чтобы мы могли ходить в вере Богу, в доверии Богу и жить благодатью. Вот почему Библия говорит, что праведник будет жить верой. Итак, по данной мне благодати, 3 стих, «Всякому из вас говорю». Не думайте о себе более, нежели должно думать. Очень часто мы истолковывали это место таким образом. «О, я должен быть очень смиренным, я не должен говорить, что я кто-то, я вообще никто». Это ложь, ты кто-то. Очень просто. Иисус не умер за ничто. Аминь. Он умер за кого-то. Так что ты кто-то. Не говори, что ты ничто, потому что ты не есть ничто. Даже когда ты будешь мертвым, ты не будешь ничто, ты будешь жить вовеки. Аллилуйя! Так что мы кто-то. Да, но я ничего особенного собой не представляю. Библия говорит, что ты очень особенный. Ты один в своем роде во всем мире. И если у нас не будет тебя, то мир станет пустым. Ты нужен в этом мире. То, что ты имеешь, нет больше ни у кого.
Мир обеднеет без тебя. Подумай об этом. Ты понимаешь? Отреагируй на это. Скажи сам себе, что у меня есть что-то такое, чего нет больше ни у кого. Аминь. Да, это есть у тебя. Ты уникальный, ты очень особенный. Не думайте о себе более, нежели должны думать, но думайте скромно. Скромно в английском переводе трезво. По мере веры, какую каждому Бог уделил. Что это значит? Это значит, что здесь есть несколько разных пунктов. Во-первых, мы уже раньше говорили, но я думаю, лучше повторить. Бог каждому верующему дал меру веры. Так что у верующего есть вера. Аминь. Нет ни одного верующего, у которого не было бы веры. По определению, верующий должен иметь веру. Если ты не имеешь веры, то ты не являешься верующим. Если ты верующий, то у тебя есть вера. Ты говоришь, а у меня нет веры. Но Библия говорит, что у тебя есть вера, независимо от того, чувствуешь ты ее или нет. Если Библия говорит, что у тебя есть вера, это так. Если ты рожденный свыше верующий, если Иисус твой Господь, то Он дал тебе меру. Он берет меру с небес и дает тебе. Во 2 Петра 1 главе такой образ дается, как будто Бог, как закройщик, отрезает меру веры. Как закройщик. Ты хочешь сшить что-то себе, ты покупаешь материал, и закройщик потом отмеряет, разрезает. Ты заплатил за этот материал, и ты ценишь эту материю. И точно так же Петр говорит о драгоценной вере, потому что Бог отрезал эту веру и дал тебе. Он дал тебе эту меру веры. И если Он дал ее тебе, ты имеешь ее. Ты говоришь, я не чувствую, что она есть у меня, я не знаю, есть ли она у меня, я не понимаю, я не ощущаю. Неважно, ты все равно имеешь ее. И поэтому прямо там, где ты находишься, встань на ноги, подними руки к небу и скажи, я имею веру. Это первый урок тебе на сегодня. Встань и скажи, я имею веру. У тебя есть вера? Вера может быть слабой, вера может быть сильной, вера может быть спящей, вера может быть бездейственной, и вера может быть действенной, вера может быть растущей, вера может быть высвобождена. Вера может быть как горчичное зерно, и вера может быть сильной. Вера может быть такой сильной, что ни у кого в Израиле такой веры не было, как у того сотника. Иисус сказал о нем, что у него огромная вера. При учениках сказал. Вера бывает разных уровней. Мы сейчас говорим не об этом, мы говорим о том, что она у тебя есть. И если она у тебя есть, потому что ты верующий, ты должен научиться пользоваться ей. Ты должен понять, как она будет высвобождена в твоей жизни, как она будет расти и что она может сделать. Но самое первое, ты должен принять тот факт, что ты имеешь ее, что она у тебя есть. Это ответит тебе на многие вопросы. Вы помните этот стих, что «Верующий в меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше их сотворит». Вы читали, что верующий возложит руки на больных, и те будут здоровы. Ты говоришь на все это, это не про меня, это не про меня. Дьявол заливал в тебя, закачивал в тебя неверие. Ты думал, что у тебя должна быть какая-то особенная вера для того, чтобы делать все эти вещи, чтобы применять эти стихи. Но это ложь от дьявола. Здесь не говорится в этих стихах о какой-то особенной вере. Здесь говорится просто о вере. Если мы с тобой верим в Иисуса, то мы будем делать те дела, которые Он делает. И нам нужно принять это. Нам нужно поставить себя в эти места Писания и сказать, Он говорит здесь обо мне. Он не говорит здесь о Кэтрин Кульман. Он не говорит здесь о Райнхарде Бонке. Конечно, он говорит и обо всех этих знаменитых проповедниках, но не только о них. Он говорит также обо мне. Иисус говорит обо мне. Я верующий, поэтому я буду делать дела, которые делал Он, и которые Он делает сегодня. Ты должен принять это верой во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, давайте откроем 11 главу послания к евреям. Это потрясающая глава. Некоторым людям, которым вера не нравится, эта глава тоже не нравится. Но она мне очень нравится. Она полна веры, как вся Библия. Вся Библия полна веры. Вера в каждом стихе Библии. Но здесь целая глава говорит только о вере. Один человек за другим работал, жил, общался в вере. И если Святой Дух целую главу отвел, 11 главу послания к евреям,
на то, чтобы говорить только о вере, то, может быть, вера — это важный предмет. Или не так? И это не маленькая глава, это длинная глава. Аминь. И здесь есть столько, много замечательных вещей. Я думаю, что вы уже говорили об этом. Это не теоретическая глава, которая дает много теоретических объяснений. Это очень практичная глава. Она показывает нам людей, как Господь учит нас каким-то принципам. Глядя на примеры людей, которые жили с Ним, ты смотришь на Павла, ты смотришь на Иисуса, на святых, которые были героями Ветхого Завета, как они жили верой, и что-то происходит в твоей жизни, и ты начинаешь желать жить верой. И здесь в Рим 11:1 вера же есть осуществление или субстанция ожидаемого и уверенность в невидимом. Я скажу, что вера — это что-то реальное. Это субстанция чего-то. Это что-то существенное, что-то существующее реально. Это не идеология, не исповедание, не формула, не символ веры. Это что-то осязаемое, это что-то реальное. Лучше так сказать. Что-то внутри тебя есть такое. Ты знаешь, твое сердце, твой внутренний человек, у него есть уши и глаза. И твое сердце, глаза твоего сердца, они могут видеть какие-то вещи в Царстве Божьем, в Духе, на небесах. Иисус и Дух Святой покажут тебе какие-то вещи, которые ты увидишь своими глазами веры. Точно так же, как в Ветхом Завете Бог сказал Аврааму: «Встань сюда, на эту гору, поднимись». Давайте посмотрим это место. Я думаю, что нам нужно взглянуть быстренько. Это место, Бытие, 13 глава. Мне нравится это место в Библии, потому что оно связано с видением. И Новый Завет очень тесно связан с этими вещами. Вера — это уверенность в невидимом вещах, которые не видны физическими глазами, но эти вещи очень видны духовными глазами, потому что вера — это субстанция, она реальна. Это что-то, что есть, что уверяет в тебя, в том, что те вещи, о которых ты надеешься, которых ты ожидаешь, что они придут. Это свидетельство о том, что те вещи, которых ты сегодня еще не видишь, что завтра они придут. Иногда мы так говорим. В шведском языке используют такие выражения: «Я верю, что будет хорошая погода завтра». Это просто фраза, которая на самом деле означает: «Я надеюсь, что завтра будет хорошая погода». В этом нет никакой уверенности. Это не пророческое слово, чтобы в нем была какая-то такая большая уверенность. Но вера, на самом деле, это не какая-то общая такая надежда, что, наверное, это произойдет. Но это на самом деле настоящая глубокая уверенность, когда я знаю, что это произойдет. Я вижу это моими духовными глазами. И в Бытии 13 Бог попросил Авраама подняться на гору. И только что у Авраама была история с Лотом, который был жадным и который захотел долину Иордана. Но у Авраама было отношение веры. Вера никогда не будет хватать, прибирать к рукам. Она скажет: «Лот, хочешь брать это? Бери. Бог дал это мне, но если хочешь взять, возьми, Бог мне все равно это потом даст». Лот сказал: «Я хочу долину Иордана». А Авраам получил всего лишь горы. В горах, конечно, ничего не было для его животных, поэтому это не была какая-то такая зеленая пажить. И потом Господь сказал ему: «Поднимись выше». 14 стих, 13 глава Бытия. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: вера очень вырастет после того, как плоть уйдет с дороги». Это очень интересно. Когда ты отделяешь какие-то вещи. Лот был такой плотской, такой жадный, он просто хотел. Он гнался за благословением, как очень многие люди. Я слышал доктора Самрела о том, как он проповедовал об опирающейся вере Лота. Лот опирался на Авраама, и до тех пор, пока он это делал, он был благословен. Но когда он пошел за своими плотскими желаниями, после этого немного осталось от него.
Тебе не нужно иметь опирающуюся веру. Тебе нужно иметь свою собственную веру, как у Авраама. Авраам является нашим примером, а не Лот. Аминь. Но слава Богу за это. После того, как Лот отделился от него, Бог заговорил с Авраамом и сказал: «Возведи очи твои». Вот что тебе нужно сделать. Тебе нужно поднять взор. У него были плохие обстоятельства, потому что Лот украл наследство у него. «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри». С места, на котором ты теперь, посмотри. Не смотри на то место, на котором ты стоишь, смотри на то место, куда ты идешь. Аминь. О, я здесь, я бедный, я в замешательстве, я одинокий, больной и такой, и сякой. Святой Дух говорит: подними свой взор, подними свои очи с места, на котором ты стоишь. От этого места отведи свой взор и посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Аллилуйя. Очень многое можно было бы об этом сказать, что связано с Израилем, но я сейчас не буду об этом говорить. Если бы я был Авраамом, и Бог говорит мне: иди на гору. Да, иду на высокое место на горе. Вот высокое место. И еще на верхушку горы я вот это поставлю и залезу на эту возвышенность. Как можно выше залезу. Чем выше забираешься, тем больше видишь. Чем больше видишь, тем больше получишь. Я не думаю, что Авраам так, с таким отношением: «О, неужели мне надо подниматься на эту гору? О, до самой макушки этой горы?» Помните, как Лот? Он так отреагировал на предложение ангелов уйти из города. «О, неужели мне надо вот туда выбираться, на эту гору подниматься?» Ты же не хочешь быть таким, как Лот, выбирать самый легкий путь, путь наименьшего сопротивления. Когда Господь говорит: «Поднимайся, поднимайся, поднимайся», Авраам сказал: «Да, да, 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 да». Куда ты хочешь, чтобы я поднялся? Высоко? Да, как можно выше. Хорошо, я вот сюда высоко поднимусь. Давайте поднимемся повыше. Давайте поднимемся повыше. Я поднимусь насколько можно выше. Аминь. Чем выше я поднимусь, тем больше я увижу. Чем больше я увижу, моя жена начинает нервничать. Лестницу принесем, стул еще поставим, как можно выше заберемся. И потрясающе, как все мельчает теперь в долине, отсюда, когда смотришь. Аминь. Аллилуйя. Пусть Бог вас благословит. Вам нужно подняться выше. Вам нужно подняться выше. Теперь мне надо спускаться, потому что программа скоро закончится. Как же нам спуститься? Ну, хорошо. Аллилуйя. Да, поднимись как можно выше. Поднимись как можно выше. И Господь сказал: что ты видишь? О, я вижу до самой горы Хермон, на севере, до Ливана вижу все. И вижу на юг до Акабского залива. Там я вижу горы Едома и Моава, до Иордании. И на запад я вижу Средиземное море. Все то, что ты видишь, то ты получишь. И когда ты слышишь это слово, вера входит в тебя. Мы созданы, чтобы видеть и верить. Но мы видим нашими физическими глазами. И отсюда и начинаются проблемы. Вера — это свидетельство о вещах, которые ты не видишь своими физическими глазами, но которые ты видишь своими духовными глазами. Что это значит? Это значит, что когда я вижу своим духовным человеком, требуется время, чтобы Бог показал это мне, чтобы Он записал это на скрижалях моего сердца. Когда Он пишет свои буквы огнем. Он выжигает их во мне, они начинают гореть во мне. И тогда я начинаю видеть что-то, что другие люди не видят. И я держусь за это. Вот это и есть вера. Я держусь за это, я верю в это. Не верь в противоречивые обстоятельства. Я верю в то, что Бог сказал мне. И кажется, что это никогда не произойдет. И на самом деле, когда Господь говорил мне, весь ад взрывался и атаковал меня со всех сторон, отовсюду. Но
это Слово сделает меня сильным. И я вижу, у меня есть способность сейчас, которой раньше не было. У нас осталось немного времени, но я дам вам еще одно место из Евреям 11 главы. Оно очень мне нравится. 32 стих, если вы откроете его. Я в другой раз буду подробно о нем говорить. Но, понимаешь, Слово Божье дает тебе силу. Ты веришь в это? То, что ты увидишь, это будет твое новое видение. То, что ты увидишь, это приведет тебя в восторг. Ты веришь в это? И ввиду очевидного поражения ты сможешь видеть победу. Когда все остальные будут качать головой, ты сможешь оживать. Когда все остальные будут слабыми, ты сможешь стать сильным. Посмотри, стих 32, Евреям 11 глава. Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Аллилуйя. Я не знаю, кто были эти чужаки, наверное, люди из других народов. Но сейчас мы имеем в виду бесов. Вера — это уверенность в невидимых вещах. Я хожу, как все остальные люди говорят, но Господь говорит со мной. Вера приходит от Слова Божьего, которое дает мне силу. Мера веры расширяется во мне. И я вижу что-то, чего я раньше не видел. Что я вижу? Здесь поражение, а я вижу победу. Я был слабый, но сила начинает приходить. И когда сила приходит, я становлюсь активным. И когда я становлюсь активным, я становлюсь воином. Я имею меч духа, я имею все оружие Божье. И то, по поводу чего дьявол очень нервничает, я начинаю нападать. Я начинаю нападать на болезни, на депрессию, на все, что связано с дьяволом. И из того, что я был раньше слабый, я превращаюсь в сильного, и я обращаю в бегство армии чужих, полки чужих, дьявольские армии, его толпы бесов, его атаки, какие бы они ни были. Может быть, дьявол ударит по мне, и мой разум на минутку смутится, но потом Святой Дух вернет меня и скажет мне: дай сдачи, противостой ему, и он убежит от тебя. Аллилуйя! Можешь ли ты представить себе армию из тысячи, сотен верующих? Просто представь себе миллионы верующих в Англии, миллионы верующих в Германии, во Франции, в Европе, повсюду, миллионы верующих в России, миллионы верующих в Индии, миллионы верующих в Южной Америке, миллионы верующих в Китае. И под верующими мы имеем в виду то, о чем прочитали в 11 главе к Евреям, когда мы были слабыми, но стали сильными и начинаем прогонять полки чужих, армии чужих. Представь себе, что произойдет на этой земле, если верующие встанут и скажут, и начнут нападать на дьявола, как никогда раньше. И скажут: я отстаиваю свою землю, я верю в обетование, я знаю оружие, которое Господь дал мне, я должен идти в победоносную битву за моего Господа. Аллилуйя! Весь мир увидит и услышит Евангелие. Миллионы спасутся. Вот почему дьяволу не нравится вера. Вот почему он хочет держать нас в рабстве и плену. Вот почему он хочет держать нас внизу, в подавленности, в депрессии. Вот почему он хочет, чтобы мы воевали друг с другом. Вот почему он искушает нас миром. Потому что он знает, что если верующий уверует, то его дни сочтены будут. Не дьявола. А они на самом деле сочтены. Сочтены во имя Иисуса. Дьявол поражен. Аллилуйя! И пусть Бог благословит вас. Верь в это. Встань сейчас. Встань во имя Иисуса. Внутри. Внутри. Встань. Встань внутри. Я говорю тебе сейчас. Встань внутри.
Во имя Иисуса, встань, и что-то произойдет с тобой. Ты говоришь, я не чувствую, что я хочу встать. Все равно встань. Верой встань. Есть проблемы, от которых ты убегаешь, от которых ты хнычешь, от которых ты жалуешься, ты обвиняешь Бога в них. Прекрати, встань, и сила придет к тебе, и ты станешь другим человеком, и вера будет происходить из тебя, и победа придет. И уж точно ты получишь еще один день, новый день в победе. Пусть Бог благословит тебя во имя Иисуса, и весь народ да скажет: Аллилуйя! Поаплодируйте Господу. Пусть Бог благословит тебя, благословит тебя. Пусть Бог благословит тебя. Не убегай. Отстаивай свою землю. Не убегай, отстаивай свою землю, нападай. Самая лучшая защита — это нападение. Пусть Бог благословит тебя во имя Иисуса. Аминь. Большое спасибо.